классической программе первый шаг — признать бессилие перед веществом. В моей адаптации это признать бессилие изменить свою токсичную семью, ее систему, ее членов. Что это не значит? Это не значит, что надо принять этот факт и страдать, и остаться в этой системе. И обслуживать эту систему, продолжать обслуживать. Потому что в большей степени заложники или те, кто страдают, они действительно страдают от этой системы. Что это не значит? Это не про то, чтобы сдаться и страдать. Это не про жертвенность, это не про жалость к себе. Это холодная инвентаризация. Это холодная инвентаризация реальности. Ты смотришь на этих людей и понимаешь, они не изменятся. И их, получается, и твоя реальность, и их реальность — это просто разные вещи, которые никогда они не сойдутся. Что самое странное и самая абсурдность — то, что эти люди искренне верят в ту реальность, в которой они живут. И им бессмысленно что-либо доказывать или что-то показывать. Это нужно признать. Это нужно признать, и нужно признать, что ты не можешь это контролировать. Мой момент истины наступил, когда я узнала, что они даже попытаться не смогли сообщить мне о своем юбилее. У них, когда это был юбилей, весной, потому что к тому моменту я их уже заблокировала, а потом, спустя через неделю, они после работы так дружненько собрались ко мне, чтобы поговорить, как сказала мне сестра. И что я сделала? Я ушла ночевать в хостел. Потому что, во-первых, да, я не назначала аудиенцию, во-вторых, о какой степени я должна поговорить? О том, что главное доказательство их круглой даты, получается, я не пришла на юбилей? Я не знаю, в общем. Но я просто отказалась поддерживать ту иллюзию той идеальной картинки, которую они представляли обществу, социуму. Как же это как-то странно даже звучит. Это какая-то сюрреализм, реально сюр. Позвать на праздник. Нельзя позвать на праздник, потому что ты в черном списке. Но можно приехать с ночевкой без приглашения, чтобы выяснить отношения и вернуть обратно в стаю, в семью, в систему. В этой ситуации я увидела то, что бессилие не свое, а их бессилие взаимодействовать нормально, на равных, как взрослый взрослому, в конце концов. Когда же я все-таки вырасту, можно сказать. Бессилие уважать границы и бессилие быть предсказуемыми, потому что взрослые люди просто разговаривают с друг другом спокойно. Они устраивают каждый раз театр абсурдности, театр сюра или там, не знаю, какого-то... Это театр, наверное, современного искусства. И в какой-то степени, когда я это все признала, это все бессилие перед этой всей системой, это меня освободило. Потому что я перестала быть... потому что это перестало быть моей проблемой. Это стало констатацией факта об их территории, с которой мне нужно уходить. Когда я это все поняла, я перестала тратить свои силы, ресурсы и так далее на борьбу с ветряными мельницами и направила эту энергию на себя, на то, что я могу контролировать, на себя и свое отступление. Планы эвакуация, протоколы, этот канал. Все это стало возможно только когда я перестала пытаться достучаться до глухих. А я очень пыталась. Шаг бессилия — это, получается, красная линия, там, где отмечена их территория, которые там, получается, ясень пень я и не контролирую. А есть какая-то территория, которую я контролирую. И следующий шаг — разобраться, что я буду строить на своей территории. Но она начинается именно здесь, с честного взгляда, к бессилию над чужим выбором.